Первый замминистра здравоохранения и социального развития Ализа Солтунбекова встретилась с постоянным представителем ЮНИСЕФ в Кыргызстане Кристиан Жольмом. Они обсудили ряд вопросов в сфере здравоохранения и социального развития, в частности, проведение исследований по изучению статуса питания детей, девочек-подростков и женщин детородного возраста в 2021 году, результаты исследований воздействия COVID-19 на показатели детской бедности и возможных мер социальной защиты, вопросы техподдержки ЮНИСЕФ в развитии телемедицины на первичном звене здравоохранения для обеспечения доступности медицинской помощи для населения, особенно в отдаленных районах, программное сотрудничество в области коммуникации, повышение информирования населения по вопросам здоровья и социальной мобилизации, также вопросы о планируемом исследовании, влияние загрязнения воздуха на здоровье матери и ребенка в городе Бишкек. Как рассказала Солтунбекова, в рамках реализации указа президента о принятии мер, направленных на улучшение миграционной ситуации, ведется работа по обеспечению учета, присмотра, защиты прав и интересов детей, чьи родители находятся в трудовой миграции. По итогам работы 2020 года всего выявлено 85 459 детей. С начала 2021 года выявлено 83 197 детей. С семьями выявленных детей проводится разъяснительная работа о необходимости оформления опеки над детьми. Вопрос документирования детей остается актуальным. В этой связи необходимо продолжить работу в данном направлении, сказала Солтунбекова. Она также затронула вопрос реализации Конвенции о правах инвалидов. По ее словам, в республике насчитывается свыше 193 тысяч лиц с ограниченными возможностями здоровья, из них 32 тысячи дети до 18 лет. Представители ЮНИСЕФ в свою очередь отметили, что представительство продолжит всячески оказывать поддержку Министерству здравоохранения и социального развития.